добрый вечер. В эфире нашего канала спортивный проект «Передача». Мы говорим о самом интересном в мире спорта. А начать выпуск я хочу с людей, чьи возможности действительно уникальны. Несмотря на все преграды и ограничения, им удается демонстрировать потрясающую силу духа и вдохновлять остальных. А их успехам в спорте могли бы позавидовать все спортсмены. Наш корреспондент Георгий Гасиев познакомился со спортивной школой «Стимул», в которой занимаются люди с ограниченными возможностями. Спортивная школа «Стимул» – это кузница чемпионов. Одна большая семья, где атлеты с ограниченными возможностями, но с безграничной волей к победе. Плавание, борьба, легкая атлетика, горные лыжи, тэквондо, ну и, конечно же, футбол. Этот вид спорта имеет наибольшую популярность. 3 раза в неделю, 3 часа в день изнурительных тренировок для того, чтобы взойти на пьедестал почета. Для этих ребят футбол не хобби, а смысл жизни. Наверное, поэтому многие из них получают приглашение в национальную сборную. В каждой команде, вот в сборной России, вот есть представители с этих команд. Вот сейчас от глухонемых в сборной России 12 человек от нашей команды только. У ДЦП железно 4-5 человек будет от нашей команды тоже. Ампутантов 2, а было 8. Ну, я же говорю, уже года прошли. А еще есть юниорские сборные. В юниорской сборной тоже у нас ДЦП 4 чемпиона мира. Тоже самая сборная России. Вне зависимости от диагноза, все спортсмены с ограниченными возможностями тренируются совместно. Это позволяет закалять характер и быть всегда в форме. Каждый из них понимает, футбол – контактный вид спорта, и на поле во время игры послаблений точно не будет. Доказательством продуктивности тренировок являются успехи наших ребят. Команда глухонемых совсем недавно стала чемпионом России, а вот атлеты с диагнозом ДЦП в составе сборной России стали чемпионами Европы. В нашей сетке было 4 команды. Мы, украинцы, англичане и Финляндия. Ну, самыми сильными оказывались там англичане и украинцы. Больше давления они оказывали. И из группы вышли мы и украинцы. И в финале, оказывается, тоже с ними встретились. И, как сказать, сложный был матч, очень сложный. Недавно сборная России по футболу среди людей с ограниченными возможностями приехала с международного турнира в Польше. На этих соревнованиях наша команда заняла 2 место. Капитаном сборной России является уроженец Владикавказа Игорь Гамаонов. Сейчас Игорь готовится к грядущему чемпионату мира, который пройдет в Мексике. Георгий Гасиев, Заурбек Кодзаев, специально для передачи. Капитан сборной России по футболу сегодня у нас в гостях, и я особо рад его приветствовать в нашей студии. Игорь, добрый вечер. Добрый. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Ну и 2 место в международном турнире. Шикарный результат, поздравляю в первую очередь. Спасибо. И вопрос, значит ли это, что мы в лидирующих позициях в мировом рейтинге? Ну да, мы в лидирующих позициях. Больше того, мы действующие чемпионы мира на сегодняшний день. Ну а вот ближайший чемпионат мира покажет дальнейший расклад сил. Ну, в любом случае мы едем на чемпионат мира за 1 место. Я думаю, стоит поучиться остальным футболистам, наверное, у вас. Вопрос другой еще. Я знаю, что по формату, да, слышал про чемпионат мира, слышал про то, что проводятся различные международные турниры. Но если говорить о клубных каких-то соревнованиях, существует ли что-то наподобие Лиги чемпионов? Ну, такой турнир был, он проходил, ну, где-то лет 5, а потом, ну, видимо, из-за финансирования его уже перестали проводить. А так был на клубном уровне, мы выступали, сильнейшие клубы, ну, разных стран собирались и выступали. Он проходил 2 раза в Сочи был, 2 раза в Москве, в Польше 1 раз был. Вот сколько остинских спортсменов принимает участие и вообще находится в сборной страны? Кроме вас есть кто-то еще? Есть Тимур Алиев, да. Ну, раньше было больше спортсменов, которые представляли сборную, ну, именно от Осетии. Но сейчас нас осталось 2. А что нужно, какие условия нужны для того, чтобы спортсменов осетин было как можно больше в нашей сборной? Ну, тут не столько даже условия, тут просто сам факт, то, что спортсменов нету, потому что ну, возрастные игроки уже в силу возраста не могут участвовать, а молодых, ну, не знаю, есть они, как бы, люди, у которых есть ампутации, но очень сложно привлечь их в какой-либо видов спорта, потому что, ну, изначально все, как бы, ну, упирается в какие-то возможности финансирования, и поэтому очень тяжело
чтобы на голом энтузиазме человек пришел и начал заниматься. Ну и привлечь еще сложно по другим причинам. Я знаю, с Валерием Гаглоевым тоже общался. Не совсем охотно ребята идут в школу «Стимул». Может быть, не хотят выходить из дома, что ли. Вот как мы можем призвать сейчас таких людей, которые попали в тяжелые жизненные обстоятельства, ситуацию, заняться спортом? Ну, у «Стимула» очень много видов спорта, то есть можно выбрать по душе любой. Я когда начинал, там видов спорта было ограничено, там 2-3 вида спорта, и поэтому на тот момент особого выбора у меня не было. Сейчас у «Стимула» очень много видов спорта, для глухонемых есть слабовидящие, ампутации, ДЦП, то есть любой вид спорта ты можешь выбрать. Нужно только желание, чтобы у тебя было. Как их привлечь к этому? Ну, я не знаю, приходите, у нас есть офис на стадионе «Спартак», и Валера Гаглоев будет рад любому человеку, который придет и захочет заниматься. Ну, я хотел еще спросить про тренировочный процесс. Вот то, что мы показали нашим телезрителям, то, что наши телезрители увидели в кадре, это на самом деле не тренировка даже, потому что людей было мало, это постановочные такие кадры. Но про тренировку спрошу. Как проходит настоящая тренировка и чем отличается, как бы не ошибиться в этой формулировке, методика наша, отечественная, от зарубежной? Раз вы участвуете в международных соревнованиях, значит, вы наверняка знаете, как там это все происходит. Ну, методика, в принципе, одна и та же. То есть идет разминка, потом различного рода упражнения, и в конце может быть двухсторонняя игра. Другое дело, что, да, сейчас это было больше постановочно, а так людей бывает гораздо больше на тренировках. То есть бывает так, что 3 команды, и одной из команд приходится ждать, пока сыграют 2 команды на вылет там. Поэтому очень бывает интересно. И тут получается, что не хочешь сидеть, хочешь играть дальше, значит, нужно не проигрывать. И это стимулирует тебя выкладываться на тренировках на 100%. А то, что касается зарубежными, то есть мы видим, Турция, допустим, когда начинали этот вид спорта культивировать у себя, они приезжали в Россию, снимали на видео наши игры, наши тренировки, разминку, и то же самое практически делают сейчас. Ну, с небольшими изменениями какими-то. Ну, международный турнир позади. Что дальше в планах? Ну, вот сейчас, 12 числа, начинаются у нас сборы у сборной России. Они будут проходить в Алексино. И 24-25 вылет в Мексику на чемпионат мира. Ну что ж, я желаю вам удачи во всех соревнованиях, в которых вы будете принимать участие. Желаю всем людям, которые, может быть, не решаются попасть в школу «Стимул», но хотят сделать это. Прийти, как сказал наш гость, к Валерию Гаглоеву, обратиться к нему, я думаю, что все будет хорошо. Игорь, вам спасибо. Спасибо вам. Ну а сейчас мы с нашими зрителями посмотрим, что же происходило на этой неделе в республике. Делегация правительства России побывала на стадионе «Спартак». Глава республики Вячеслав Битаров в ходе экскурсии заявил о необходимости проведения капитального ремонта объекта. Спортивная арена площадью более 10 гектаров нуждается в усилении несущих конструкций, замене системы освещения и реконструкции трибун. Вице-премьер России Ольга Голодец отметила, что в Северной Осетии должен быть достойный стадион. Для реконструкции всего комплекса потребуется 1 миллиард 100 миллионов рублей. Вот дорожку эту сделали, ну футбольное поле поддерживаем, а вот та трибуна уже запрещается к эксплуатации вообще. Потому что конструкции там 61-го года стадион, если я не ошибаюсь. Конечно, нужно привести стадион в порядок, и это нужно протокольно зафиксировать. В спорткомплексе «Манеж» прошли соревнования по рукопашному бою памяти сотрудников спецподразделений, погибших при освобождении заложников в Беслане. Помимо республиканских команд в турнире участвовала и команда из Чечни. Навыки рукопашного боя – основной вид боевой подготовки всех силовых структур республики. А для юных спортсменов турнир – возможность больше узнать о подвигах погибших героев. Мы надеемся, что начиная со следующего года география этого турнира расширится, и мы будем на первое время принимать
команды Северокавказского федерального округа, и потихоньку мы будем захватывать как бы регионы России. Остинские дзюдоисты заняли первое место в медальном зачете на открытом первенстве общества «Динамо». Соревнования среди юношей и девушек проходили в Новороссийске. В них участвовало более 400 спортсменов из 20 регионов страны. Остинские дзюдоисты завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Этот турнир стал отборочным на первенство России по дзюдо, которое состоится в Тюмени в ноябре. Мы поехали, повезли объединенную команду. То есть общество «Динамо» сегодня дало шанс ребятам из других клубов, которые не смогли завоевать путевку для участия в первенстве России на первенстве Северокавказского федерального округа. Но мы думаем, что минимум 3 призовых места, мы думаем, что будет на первенстве России. Руслан Албегов возглавит сборную России по тяжелой атлетике на чемпионате мира в Туркмении. Для сборной России это станет первым планетарным турниром за последние 3 года. Напомним, ранее наша команда была дисквалифицирована по подозрению в употреблении допинга. Помимо Албегова возглавлять национальную сборную будет призер Олимпийских игр Татьяна Каширина. Соревнования пройдут в Ашхабаде с 1 по 10 ноября. Корреспонденты передачи провели небольшой опрос. Мы решили выяснить, занимается ли наша молодежь спортом. К слову, отмечу, что тот материал, который вы сейчас увидите, не подвергался модерации. Результат опроса нас удивили. Занимаюсь настольным теннисом. Да, начала заниматься плаванием. Очень нравится. Занимаюсь вольной борьбой лет 6. Я занимаюсь чисто для себя. Пойти в зал, на плавание, может. Только для своего развития хожу. В основном не занимаюсь. Да, занимаюсь УШУ на протяжении 13 лет, и у меня есть КМС, кандидат в мастера спорта. Я раньше занимался боксом, но в связи с тем, что сейчас началась учеба, мне трудно совмещать и то, и другое. И поэтому я выбрал учебу, а так постоянно бегаю по утрам. Да, тяжелая атлетика. 6 лет. Мы занимаемся спортом, волейболом. Я хожу 5 лет, а я 2. Да, занимаюсь смешанными единоборствами. А сколько ты ходишь? 8 лет. Кикбоксинг 7 лет. Да, боксом 5 лет. На протяжении 8 лет уже хожу на вольную борьбу. В данный момент я не занимаюсь спортом, у меня не хватает времени, потому что я загружена на учебе, но лично я бы хотела заниматься фигурным катанием. Но у нас в республике, к сожалению, как-то не практикуют это. И если практикуют, то только для маленьких детей. Я немножко опоздала, но я бы очень хотела заниматься. А мне бы хотелось гимнастикой заняться, но опять-таки у нас в республике нет таких секций. О них можно будет узнать чуть позже, но очередной повод для гордости подарили нам спортсмены, представляющие Российский союз боевых искусств. О том, как наши вновь всех победили, поговорим с заместителем исполнительного директора Северо-Остинского регионального отделения Российского союза боевых искусств Эльбрусом Гацоевым. Здравствуйте, Эльбрус. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в гости. Победа очередная. Давайте расскажем о том, какие соревнования были и который раз подряд мы уже победили. Это были 11-е открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств. Были действительно очень большого масштаба. Я могу сказать, что эти соревнования являются славной традицией, продолжением детских, юношеских спартакиад народов СССР, где вовлекаются молодежь, вести здоровый образ жизни. Я могу с уверенностью сказать, что эта молодежь уже социально активное поколение, и им будет намного легче в дальнейшем в жизни, потому что они занимаются делом. Это боевое искусство, которое закаляет дух, воспитывает в каждом из занимающихся этим видом спорта быть достойным и подражанием для остальных. Вы сказали, что турнир проводился в 11-й раз. Из этих 11 турниров сколько мы выиграли? Да, я помню, когда мы ехали. Первый раз это было в 2008 году. И на протяжении 8 лет мы становились первыми. Потом один раз мы стали вторыми. В 2017 году наша команда не заняла призового места. И в этом году
благодаря поддержке Министерства спорта Республики Северная Осетия и Алания в лице Бароева Хасана Махарбековича. Мы выехали единой командой, и зная, что у нас всегда бывает сильная команда, на нас всегда настраивались. Все регионы, в частности, мы одержали победу в регионе, где население ниже 1,5 миллиона человек. И мы знали, что каждый вид отслеживают те регионы, которые знали, что мы неоднократно становились победителями. Сколько в итоге у нас побед? 9 раз мы 9 из стали, 11. да. Вот в этот раз. О мы видах можем. спорта, в конкретных дисциплинах поговорим чуть-чуть попозже. Сейчас реклама, прервемся и после вернемся в нашу студию. Продолжаем нашу передачу. Эльбрус Гацоев у нас в студии. Мы говорим о Российском союзе боевых искусств и об успешном выступлении нашей команды. Эльбрус, это были всероссийские соревнования, не ошибаюсь? Да, открытые всероссийские юношеские игры. Также приезжали команды из Кыргызстана тоже, которые часто приезжают на эти соревнования. До этого приезжали команда Казахстана. В принципе, на этот турнир двери открыты, и приезжают всегда все желающие, которые хотят поучаствовать, показать себя, и это усиливает уровень этих соревнований, и всегда приятно бывает то, что мы знакомимся с новыми людьми. Те спортсмены, которые первый раз выезжают, уже обретают новых друзей. Это вдвойне бывает приятно, что они поехали и приобрели много хороших себе знакомых. И обмениваются опытом, но есть еще и, наверное, другие площадки, где также это можно сделать. Существуют ли какие-то турниры международного уровня, где наши ребята выступают? Я могу сказать, что в 2011 году проходили Всемирные игры боевых искусств в Пекине, где команда Российской Федерации заняла первое общекомандное место, опередила команду Китая, которую не выигрывала с 1993 года. И как страна-победитель в 2013 году игры проходили уже в Санкт-Петербурге, и наша команда Российской Федерации, Федерации боевых искусств подтвердили опять свой класс, свой уровень и снова заняли первое общекомандное место, что вдвойне приятно. То, что многие уже дети пошли в боевые искусства и начали вести здоровый образ жизни. Поэтому это хороший задор, хороший задел, и поэтому чем больше таких соревнований будет проводиться, тем для детей это будет намного лучше в том плане, что они будут развиваться и себя показывать уже на татами, на ринге, на ковре. Поэтому... Боевые искусства. Вот в Российский союз боевых искусств входит не одна федерация, а много этих федераций. А расскажите, пожалуйста, про самые активные федерации в рамках нашей республики, в масштабах нашей республики. Кто из них наиболее ярко себя представляет? Я могу сказать, что вот благодаря федерациям, которым мы не один год становимся победителем, это федерации тайского бокса, федерации рукопашного боя, джиу-джитсу, Федерация самбо, кикбоксинга, Федерация армейского рукопашного боя, всестилевого карате, кёкусинкай карате, также Федерация ВБЕ, Восточное боевое единоборство. Хочу отметить те федерации, которые активно принимают всегда участие в наших мероприятиях. В частности, могу сказать, за Всероссийский культурный спортивный фестиваль «Мирный Кавказ», который мы проводим ежегодно, и на следующей неделе мы его будем проводить 8-й раз. Активно принимают участие Федерация Айкидо. Всегда они хорошо принимают там участие с показательным выступлением. Федерация Тэквондо тоже показывает хороший уровень практически все федерации нашей республики. Вы сейчас перечислили их. Это очень федерации, много. которые действительно, вот мы сейчас выехали, когда на эти соревнования 22 вида было представлено, и мы там выступили достойно. Это результат работы моих коллег, которые работают, чтобы их результат был виден на лицо. Поэтому я хочу поблагодарить их за то, что они
ведут детей в правильном русле. И от имени исполнительного директора филиала Российского союза боевых искусств Руслана Заурбековича Цаликова выразить им огромное человеческое спасибо за то, что они делают свою работу на отлично. По-другому я не могу сказать, потому что результат вы видите, и мы будем и впредь делать все, чтобы дети, сегодня они дети, завтра они защитники Отечества, они всегда могли постоять за свою отчизну, родину, и мы гордились ими. Я присоединяюсь к тем словам, которые вы произнесли, к словам благодарности в адрес всех руководителей федерации, всех тех, кто занимается этими видами спорта. И спасибо вам большое, потому что без вас всего этого, наверное, бы и не было. И мы будем следить за вашими результатами и также радоваться победами, как сегодня. Спасибо. Спасибо вам за приглашение. Ну а сейчас мы поговорим про регби. Сюжет моего коллеги Георгия Агасьева о том, в чем отличилась наша регбийная команда. Завершился чемпионат Северокавказского федерального округа по регби. Владикавказский «Скиф» по итогам состязаний занял второе место. И хотя в турнире участвовало всего 3 команды, статус вице-чемпиона для дебютантов весьма хороший результат. Мы очень довольны итогом второго места. Мы, самое главное, довольны не местом, а довольны практикой. Команда создалась ровно год назад. За этот год мы от 3 человек в день получили 25 человек в день на тренировке. И вот эти ребята, как раз, которых мы обкатывали, тут сейчас не важен был результат, важно было обкататься, наиграться, перестать бояться. За один календарный год руководству Федерации регби удалось создать вполне боеспособный коллектив. К строительству команды они подошли основательно. Фундаментом команды стали энтузиасты и любители спорта Роман Плиев и Сослан Бессолов. Посмотри! Смотри, пас! Стройматериал был собран из индивидуальных видов спорта, так что скифами стали экс-борцы, каратисты, легкоатлеты и бойцы смешанных единоборств. В течение года они обучались командной игре и искусству овального мяча. Судя по игре, наставники трудились не зря. Ребята действовали на поле как единый механизм. Первый блин получился некомом, но на этом сезон не закончился. Закончен только один из этапов наших соревнований. У нас в ноябре планируется большое мероприятие, приезд московской команды любительской. Это большой праздник будет. Любители спорта смогут посетить игру больших мастеров. Для нашей команды предстоящий турнир – хорошая проверка на прочность. Георгий Агасьев, Алан Суанов, специально для передачи. Наша постоянная рубрика «Дорога в премьер-лигу» начинается. И, к счастью, с хорошей новости. Мы победили. Неприятная серия наконец-то прервана. И прямо сейчас я предлагаю посмотреть, как это было. Перед 10-м туром профессиональной футбольной лиги положение Владикавказского «Спартака» было плачевным. 1 победа, 2 ничьи и 6 поражений спустили нашу футбольную команду на самое дно турнирной таблицы. На предматчевой тренировке игроки были предельно сконцентрированы. Оно и понятно. В последних играх команда пропускала мячи буквально перед финальным свистком. Получается так, что не можем там забить голы, а в основное время стараемся в конце надавить еще, чтобы был удачный результат, и получаем какие-то контратаки, получаем какие-то необязательные голы. Болельщики ждали победы, и предстоящий матч в какой-то степени был определяющим. В случае поражения кредит доверия фанатов был бы окончательно исчерпан. Все это накладывало дополнительную ответственность на владикавказских футболистов. Если ты по-настоящему любишь свой футбол, свою команду, своих ребят, то почему не приходить именно в тот момент, когда они больше всего нуждаются в поддержке зрителей, болельщиков своих. Соперником нашего клуба стал Махачкалинский «Легион», который закрепился в середине турнирной таблицы. С самых первых минут «Спартак» взвинтил темп и стал активно атаковать ворота гостей. В середине первого тайма приятным бонусом для владикавказцев стало удаление защитника «Легиона».
Но оказавшись в меньшинстве, клуб из Дагестана осмелел и стал играть плотнее, не позволяя «Спартаку» подойти к своим воротам. Игра близилась к концу, и недовольство болельщиков росло. Кстати, их в этот день было достаточно. Флешмоб, организованный телекомпанией «Осетия» и «Рестон», поддержали известные спортсмены нашей республики. Я вспомнил те года, когда сюда практически невозможно было подъехать близко. Это были праздники всей республики. Эти дни были особые дни. Зов болельщиков был услышан на 82-й минуте. В результате быстрого перехода из обороны в атаку «Спартак» забивает гол. Оставшееся время хозяева поля не стали отсиживаться в обороне, а наоборот пытались увеличить свое преимущество. И хотя отличиться им не удалось, но минимальная победа принесла заветные 3 очка. Ну а теперь я рад представить вам наших гостей. Антон Мозговой, болельщик команды. Тимур Демуров, специалист в сфере скаутинга. И Азамат Гуцев, человек, который навел немало шума в интернете своей идеей создать особую систему финансирования клуба. Здравствуйте, уважаемые гости. Ничего не перепутал? Добрый вечер. Ну, во-первых, поздравляю всех с победой, с долгожданной. Случилось это чудо наконец-таки. Как вам игра? Плохо, конечно, что мы называем это чудом. Но, наконец, да, мы победили, наконец-таки смогли реализовать момент. И, думаю, это была заслуженная победа. И, надеюсь, с этих пор серия неудач прервется, ребята раскрепостятся, и мы сможем показать уже хорошую, настоящую игру. Но моментов было немало, Антон. Вообще и до этого игра команды, я бы не сказал, что была плохой, откровенно. То есть моменты были всегда, была проблема с реализацией. На мой взгляд, есть психологический фактор. То есть как бы с каждой следующей неудачей становится гораздо сложнее победить в следующем матче, реализовать моменты. И поэтому эта победа именно важна имеет психологическое значение. Будем надеяться, что дальше пойдет по накатанной уже лучше. Вот сейчас я хочу уже поговорить про систему, которую придумали вы, но перед этим объясню, почему я тут сижу один, и рядом со мной нет моей соведущей. Ну, во-первых, она заболела, сезон такой, поэтому пожелаю ей скорейшего выздоровления. Это место у нас пока остается пустым. Друзья, Азамат, давай тогда пока поговорим про тебя. Что за система такая? Я хочу сразу отметить то, что эту систему придумал не я, она уже давно используется, успешно используется в Европе. У нас на практике, я думаю, это можно реализовать. Сейчас идет работа по созданию оргкомитета, в который войдут футболисты прошлого нашего, можно сказать, даже легендарные футболисты, помимо этого журналисты спортивные, люди, которые организовывали успешно фонды благотворительные и так далее. То есть работа ведется. А кто проводит работу? Сейчас мы собрали инициативную группу, в которую вошли известные в болельщических кругах люди. Это Андрей Попов, Дмитрий Рейсих, Руслан Пагаев, Бибо Дзуцев. Всех знаем, все наши друзья практически. Да. Вот вы сказали, что будут входить футболисты легенды прошлого. Кто это? Можно сейчас уже как-то озвучить? Сейчас на данный момент я бы хотел оставить это в тайне. Это будет сюрпризом. Ну, сейчас я предлагаю переключиться на короткую рекламу, после которой мы снова вернемся в студию. Мы возвращаемся в студию, в которой мы говорим о футболе. И чуть-чуть попозже будет совсем интересно. Заранее так, ладно, потом. Знаете, Тим, тебя я представил как человека, который занимается скаутингом. Что входит в твои обязанности? Знаю, что ты сотрудничаешь с клубом. С клубом. В клубе я занимаюсь аналитикой. То есть мы разбираем игру предстоящего соперника. Это сейчас Академия имени Виктора Понедельника. То есть за несколько дней до игры мы разбираем по блокам, как команда играет в позиционном нападении, как в защите, переход из обороны в атаку, стандартное положение, ну и так далее. Там определенные нюансы. Вот то есть полный обзор соперника на тебе, получается? Да. Угу. Ну, интересно. Самое тяжелое в твоей работе вообще это что? Самое тяжелое? Ну да.
Ну, клубы Да, и второй лиги, близко. возможно, они не такие известны, тебе приходится все отсматривать, наверное, прям досконально. Ну, сейчас существуют в современном мире технологии, которые позволяют, в принципе, отсматривать соперника, и в этом нет никакой сложности. Единственное, что, конечно, хромает качество трансляции, качество видео. Ну, надеюсь, перейдем, когда ФНЛ. Там Все уже, надеемся на это, прям вот да, ждем, будет если честно. качество видео намного лучше. Кстати, на матче присутствовали корреспонденты Матч ТВ, наши коллеги. Для чего они там были? С какой целью? Мы, в принципе, у них поинтересовались. Вот сейчас я попрошу наших режиссеров на плазму выдать картинку с работы этих людей. Да, вот мы видим, появляется... Подружились как раз мы с этими ребятками. Они готовят очень интересный продукт. Какой, мы сейчас узнаем. Мы спросили у корреспондентов, что же они такого затеяли. 6 октября в субботу в 10:05 на канале Матч ТВ выходит специальный репортаж про 4 футбольных клуба. Сейчас я сперва расскажу, чем они объединены, и потом вы поймете, что это за команды. У них простая история. Они раньше были великими, они играли в российское время в Еврокубках, представляли нашу страну, а сейчас их, к сожалению, возможно, для их болельщиков нету в российской премьер-лиге. Соответственно, это Ротор, Текстильщик, Кубань и Алания, Спартак, Владикавказ. Это название менялось постоянно, но я думаю, пообщавшись с болельщиками, понимаем, что в целом это один клуб с большой историей. Глобальная цель – донести до людей, власть имущих, деньги имеющих, что есть классные футбольные клубы с прекрасной историей, которые нуждаются в поддержке. А в идеале это встряхнуть футбол России, напомнить, вот какие были прекрасные команды, чтобы болельщики вернулись на их стадионы, поддержали. Вот какие были прекрасные команды. Ну, немножко грустно, но с другой стороны, я знаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Ну, теперь о футболе, наверное, российском. Игорь Акинфеев завершил карьеру. Кто в курсе? Все знают, наверное, я так предполагаю. Да, конечно же, все в курсе. Это эпоха, это событие. Тем более, что во время чемпионата мира мне посчастливилось побывать на матче с Хорватией. В четвертьфинале, да, в Сочи по работе. И получается то, что, в принципе, мы видели последний матч Акинфеева в сборной именно на чемпионате мира. И замечательное отражение того самого пенальти. Ну, это получается уже скорее с Испанией, да, насколько я помню, когда он ногой отразил пенальти, это было с Испанией. Вот я молодец. Да. Слушай, я да, уже... в Хорватии это, получается, был последний официальный матч. В Хорватии это была первая серия пенальти, которую Акинфеев, к сожалению, проиграл. Но да. это А знаешь, почему я перепутал? Почему? Потому что я волнуюсь. А знаешь, почему я волнуюсь? Почему? А вот мы узнаем сразу после того, как сейчас увидим ролик с Игорем Акинфеевым, который для него специально подготовил Российский футбольный союз. Ну, а сейчас, собственно, и повод, по которому я волновался. Друзья, сюрприз! Владимир Габулов у нас в студии. Владимир, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, я думаю, никто не ожидал из наших гостей, что это случится. Владимир, присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Ну, спасибо, что пришли. Спасибо за приглашение. Владимир, вот мы сейчас только что говорили о том, что Игорь Акинфеев завершил карьеру. Знаю, что для вас это было удивительно даже. Не ожидали вы этого? На самом деле у нас такой разговор состоялся, когда мы были в сборной на чемпионате мира, и он такую идею озвучивал, что, возможно, закончит выступление в сборной России. Ну, поддержали? Конечно, ну как поддержали? Это его решение, и мы должны уважать и принять его. Игорь много сделал для сборной, вообще в целом для футбола. Основным голкипером теперь становится Лунев. Как считаете, получится ли у него стать номером 1? Конечно, получится. Андрей очень талантливый вратарь. Уже можно сказать даже, что сложившийся. И я думаю, это хорошая кандидатура, которая на долгие годы
станет надежной опорой национальной сборной. Я вижу, как ребята волнуются. Абсолютно никто из них не ожидал, что вы появитесь сегодня в нашей студии. Я напоминаю всем нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Любой желающий имеет возможность к нам позвонить, задать любой интересующий вопрос. Ну и сейчас слово нашим гостям. Ну, может, кто-то хочет что-то спросить. Такая возможность редко представляется. Владимир, скажите, пожалуйста, вы продолжаете карьеру или... Главный вопрос, наверное. Ну, на сегодняшний день я без контракта, да, расторг контракт в Брюгге, и пока вопрос открыт касательно этого. Есть определенные моменты, которые могут сложиться, и скоро, я думаю, будет понятно, продолжаю карьеру или же нет. Если нет, то какие вообще варианты? В тренерскую деятельность или... Ну, существуют на самом деле разные варианты продолжения карьеры, как футболиста, может быть, как не футболиста, да, и разные идеи. Пока определенно не могу сказать, размышляю на этот счет. Я знаю, что создается академия в Московской области. Вместе с Игорем как раз вы ее создаете. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это будет, для кого она делается? Эта идея возникла у нашего тренера Вячеслава Викторовича Чанова, который обратился с такой идеей создать вратарскую школу в Московской области, в которой мы будем основателями, как бы с Игорем, да, и с Чановым. Непосредственно он будет заниматься и воспитывать вратарей, в которой могут заниматься дети и уже сложившиеся вратари со всей России. Вот, Тим, я, по-моему, тебя перебил, ты хотел что-то сказать, и я тут с Ну, да, вопросом. ты не дал мне возможности задать Пожалуйста. вопрос. Владимир, а нет ли каких-либо планов по поводу Алании? Не знаю, как игрока или как-то как функционера? Как сотрудник клуба практически Да не спрашиваю. сотрудник, но не, в первую очередь как болельщик. Как болельщик, Да, спрашиваю. Все мы болеем, все мы переживаем за нашу родную Аланию, да, и все мы хотим, чтобы дела у нашей команды стали как можно лучше и как можно быстрее, да, чтобы мы как можно скорее увидели ее в лучшем дивизионе нашей страны, в премьер-лиге, да, будем надеяться, и мы все хотим этого, да, будем надеяться, что, скажу больше, знаю, что у руководства республики, непосредственно у главы республики Вячеслава Михайловича Битарова есть желание, очень большое желание, чтобы вернуть Аланию в лидирующие позиции футбола. И вы в этом будете тоже участвовать? Не могу конкретно ничего сказать. Мы должны все вместе в этом участвовать. Скажу так, не только люди, которые будут заниматься этим, да, но и болельщики, и просто люди, которые даже не интересуются футболом, и спонсоры. В общем, мы должны объединиться всей республикой, чтобы вернуть Аланию на самый верх. Если это получится, да. Будем стремиться к этому все вместе. Владимир, воспользуюсь моментом и предлагаю вам вступить в наш проект, который на самом деле будет уникальным. Мы предлагаем построить в России первую народную команду, которой будут владеть болельщики. Я от своего имени предлагаю вам вступить в оргкомитет. Не могу не воспользоваться этим моментом. Как вы на это смотрите? Очень интересная идея. Я, конечно же, положительно смотрю, но нужно в первую очередь все обдумать досконально, да, в каком виде это будет, как будет непосредственно осуществляться жизнедеятельность этого проекта. Ну, очень много разных нюансов, опять же, юридические вопросы. На самом деле очень интересная идея, но я думаю, что она очень сложная для реализации ее. Подсказывает мне, что есть звонок в студию. С вашего позволения, давайте выслушаем нашего зрителя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Добрый вечер, Спасик. Это Асланбек Арсагов, опять беспокоит. Здравствуйте, Асланбек. Вопрос к Габулову. Я болельщик с большим стажем, с 50-летним стажем. Я его хорошо помню, как он играет. В данный момент он является игроком сбора России. И какие у него, на его взгляд, перспективы? Станет он когда-нибудь в воротах сбора России в официальном матче? Плохо услышали, если можно еще раз вот суть вопроса. Габулова, какие перспективы в штат в воротах сбора России, на его взгляд?
Понятно. Спасибо за вопрос большое, Асланбек. Спасибо за вопрос. Добрый вечер, Асланбек. Ну, здесь достаточно все просто. Сборную России вызывает всех футболистов, которые на данный момент являются лучшими, да, кто находится в лучшей форме, в лучших кондициях. Так как я сейчас без команды и, по сути, нахожусь не в лучших своих кондициях, так скажем, поэтому перспективы не очень радужные и честно скажем, что это маловероятно. Но для нас вы все равно лучшие. Как бы то ни Спасибо, было, играете спасибо, вы в какой-то очень команде приятно, или пока спасибо. пауза, вы для нас лучшие. Спасибо. Наши зрители имеют возможность дозвониться к нам в студию по телефонам, которые сейчас они видят на своих экранах, задать любой вопрос. Беседа получается прям такой спонтанной, ребята не ожидали, но тем не менее не растерялись, стали задавать вопросы. Ну, что можете сказать? Ну, если можно, еще один Антон, вопрос. от имени болельщиков я хотел услышать. Хотелось поинтересоваться именно вот обстоятельствами самого перехода в Брюгге. Я знаю, что это очень такая тема уже, которая много обсуждалась. Но, по-моему, до сих пор многие шокированы, то, что, скажем так, в сознательном возрасте футбольном вы решились на такое. Да, причем занимали в Тульском Арсенале место основного вратаря. Как вообще вы на это решились? То есть давно ли это было такое желание попробовать себя в Европе? Или как вы к этому шли? Потому что до сих пор это выглядит немного, ну, согласимся, что это удивительно. Ну, на самом деле, и само предложение, которое поступило от Брюгге на тот момент, было для меня тоже удивительным. Как это все произошло? Желание у меня было всегда попробовать свои силы в Европе. И я думаю, любой футболист, который от малых лет начинает заниматься футболом и становясь профессиональным футболистом, мало кто не стремится, да, играть в европейские чемпионаты, потому что это не секрет, это действительно лучшие чемпионаты в мире. Я тоже хотел попробовать свои силы в Европе. И на тот момент, когда у меня закончился контракт с «Динамо» в 2016 году, я именно эту идею и преследовал, и обращался к агентам и общался на этот счет, чтобы приоритетом были предложения из Европы. И, ну, насколько я знаю, несколько вариантов в тот момент было, но до конкретики дело не дошло. И настолько дело затянулось, что я в итоге и в российский чемпионат не устроился никуда. И у меня возникла пауза полугодовая. По прошествии года игры в Арсенале, там буквально тура за 2, наверное, до зимней паузы, ко мне обратились агенты, озвучили определенный интерес с Брюгге и сказали, что на следующую игру они хотели бы прилететь на один из матчей, который мы играли в Туле со «Спартаком», посмотреть, то есть представители Брюгге. Прилетели, посмотрели, мы встретились, обговорили там какие-то нюансы. И, в принципе, после окончания осенней части чемпионата я и перешел в Брюгге. Ну, сожаления не осталось, я так понимаю. Ни в коем случае, хоть это будет краткосрочно, но все равно. Я понимал, что если я откажусь от этого предложения, я буду жалеть потом всю жизнь, что я не принял его и не попробовал себя в Бельгии. Приняв и попробовав, почувствовав, поиграв, посмотрев, что став это чемпионом. Изнутри, да, став чемпионом, посмотрев на этот процесс изнутри, ощутив его в полной мере, да, эту культуру боления, другой совсем чемпионат, уровень футбола, ну, сложно его определить в плане уровня, но я думаю, что у лидирующих команд он в любом случае высокий. Поэтому я нисколечки не жалею, да, есть какие-то моменты, с которыми я не смог справиться, это тоже объективно. Были какие-то ситуации, которые служили тоже не во благо мне, да, тоже объективные ситуации. Но поэтому я для себя подчеркнул очень много полезного, очень много интересного, и я уверен, что этот опыт будет очень полезен, очень важен мне в дальнейшей моей жизни, карьере. Подсказывает мне режиссер, что еще звонок от телезрителя. Предлагаю дать ему слово. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Да, здравствуйте. Меня Марат Алло, зовут. добрый вечер. Вопрос... Да, здравствуйте. Меня зовут Марат. Вопрос... Нет, к сожалению, не слышим. Слышим телезрителя, да, есть звук. Алло. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Марат. Вопрос к Владимиру Габулову. Владимир, расскажите, пожалуйста, о самой запоминающейся игре за всю вашу спортивную карьеру. Вот как.
Спасибо, добрый вечер, Марат. Спасибо за вопрос. Ну, так, сейчас я, наверное, сходу не отвечу. Очень много было запоминающихся игр и значимых игр для меня, и для команды, в которой я играл. И, может быть, были какие-то яркие даже игры на протяжении моей карьеры. Один конкретный, наверное, сложно выделить, но все-таки, наверное, который вот стоит в таком историческом плане, важный, да, для всего нашего российского футбола. Это матч с Англией за сборную России в Лужниках. Даже я присутствовал на этой игре, видел это вживую, да, в Лужниках. Ну, я думаю, более конкретно смогу ответить, когда уже решу, что завершил карьеру, объявлю об этом официально. И, наверное, сяду, подумаю, какой же у меня был самый запоминающийся матч все-таки. Да. Можно, Владимир, еще вопрос? Как раз говорили про объективные причины, с которыми вы столкнулись в Бельгии. Вот молодым футболистам вы бы советовали и в каком возрасте ехать пробовать свои силы в Европе? Безусловно, советовал. И я бы советовал ехать в Европу в расцвете сил. То есть, когда человек достигает максимума на определенном уровне, да, на котором он выступает, нужно, не задумываясь, при достойном предложении ехать играть в европейские чемпионаты, даже пускай не самые большие клубы, но хорошие чемпионаты для того, чтобы прогрессировать еще дальше. Я, к сожалению или к счастью, не знаю, сложно сказать, я поехал в Европу, мне было уже 34 года, да, и если бы это было там, допустим, лет на 5 раньше, то перспектив у меня там, возможно, было бы намного больше. То есть в совсем молодом возрасте существуют риски? В совсем молодом возрасте, да, пока футболист в стадии становления, тоже существуют риски. Но опять же, это все зависит от персоналии, от конкретно каждого футболиста, характера, там, нюансов быта. Это тоже очень важный момент, потому что европейские страны, это, как известно, совсем другая культура, совсем другой уклад жизни, совсем другой быт. И в этом плане тоже могут возникнуть трудности, которые потом скажутся на игре, на выступлениях на футбольном поле. Ну, вопрос, который я не могу не задать, исходя из ответа. Как считаете, вот вопрос по вашему коллеге по сборной, по нашему земляку, по общему, по Алану Дзагоеву. Есть ли у него и у нас всех надежда на то, что все-таки мы увидим его в европейском футболе? В европейском Я команде? знаю, что Алан очень сильно и раньше хотел, и сейчас хочет уехать в Европу для того, чтобы продолжить прогрессировать. И вот непосредственно даже на чемпионате мира, когда случилась сначала первая травма, потом вторая травма, он очень сильно переживал и в первую очередь переживал из-за того, что не сможет в полной мере помочь сборной, да, на все 100% своих возможностей, которые у него есть. И во вторую очередь, конечно, он переживал из-за того, что вероятность после чемпионата мира уехать в Европу сокращается. Поэтому будем надеяться и верить в то, что Алану удастся осуществить его мечту. Ну и я знаю, что вы готовите, ну, в случае, как сказать правильно, я волнуюсь, я сижу уже, правда, я тут волнуюсь. Расслабься, да, не волнуйся. В случае, когда гость успокаивает ведущего. Ну да ладно. Матч легенд, который вы проводили, вы организовали. Провели его очень ярко и зрелищно. Мы там все присутствовали, мы запомнили этот матч. Для всех любителей, для всех болельщиков это был настоящий праздник. Будет ли что-то такое еще проводиться в ближайшем будущем? Вы правильно сказали, что это запоминающийся матч был, но я вас поправлю, мы его не организовывали, мы просто предложили идею, да, провести такой матч главе республики, и он тоже с большим энтузиазмом откликнулся в проведении этого матча, да, помог. И действительно это был праздник не только для болельщиков, да, для нас самих участников, футболистов, ветеранов, тех людей, кто выходил на поле, кто раньше защищал Аланию и представлял осетинский футбол на футбольных полях. Для всех людей это был праздник и действительно трогательный такой момент. И собралось очень большое количество людей на стадионе, несмотря на декабрьский месяц. И атмосфера была вот такая наша настоящая, которая раньше каждый матч, каждые выходные бывала на «Спартаке». Вот она идея как-то у нас возникла спонтанно, и просто мы видели, сколько футболистов участвует в премьер-лиге, ФНЛ за разные клубы, да, и мы подумали, почему бы нам всем вместе не собраться на нашем родном стадионе в таких составах, да, и не подарить
праздник всем. Тогда это как-то воспринималось, конечно, очень позитивно, да. Но я не думаю, что если проводить такие регулярные матчи каждый год, они что-нибудь вызывать интерес у болельщиков. Может быть, стоит придумать что-то аналогичное, и чтобы с большим эффектом это было. Но на самом деле это все выставочные матчи, да. На самом деле гораздо лучше, гораздо интереснее, гораздо ближе, гораздо эмоциональнее будет выступление футбольного клуба «Алания» в премьер-лиге. И я думаю, что все люди, от кого это зависит, должны приложить максимум усилий для того, чтобы эта мечта осуществилась. Все в это будем верить. Ну и попрощаться я хочу даже не самостоятельно. Спокойной ночи. Russia. Love the country. Давай. Вот и все. Спасибо большое всем. Занимайтесь спортом, будьте здоровы. Всего доброго.